зритель, ты у нас один, мы тебя холим, лелеем, мы тебя обнимаем информацией, мы тебя, твои ушки и глазки ласкаем новым видео, которое мы сейчас продемонстрируем. И сегодня у нас в гостях, пожалуй, самый позитивный, самый добрый, самый красивый, самый замечательный человек, и его зовут Артур Дмитриев. Во-первых, спасибо тебе, что пришел вот, в этот летний день. Вот, сегодня недостаточно жарко, как ты любишь. Вот, к сожалению. Но достаточно для того, чтобы сидеть на летней веранде вот, наших друзей ресторана «Удовольствие Фарфор». Вот, пить, я вот чай пью, ты воду дистиллированную, вот, вкусную. Вот, и сегодня мы хотим познакомить тебя с нашими зрителями. Вот, во-первых, хочу сразу же сказать, что-то я мало тебе даю слова. Ничего страшного. Но я сначала все выпалю, 407 слов, которые мы оговорили, и потом буду отдыхать. Вот, Артур будет отдуваться, будет рассказывать. Вот. Артур занимает, по некоторым данным, вот, ну, как Артур, вот твоя страничка, вот, ссылка на страничку сейчас внизу, вот, графикой. Вот, мы владеем, поэтому написано, подписывайтесь. Круто. Потом все ссылки на все соцсети твои тоже предоставим. Вот. Третье место по мнению рейтингового сайта ufana.ru. Ufana.ru? Нет, просто Ufana.ru. Ufana.ru. Вот. Третье место. Это же офигенно. Ну, наверное. Какой охват людской, человеческий у тебя, ну, там, в подписчиках или просто вот в читателях? Даже интересно. На самом деле я статистику не веду. Ну, в среднем в блог у меня заходит около 30 тысяч в месяц. Но это не визиты, это вот прям разные люди. Уникальные посетители, да. Слушай, ну это очень круто. Нет, на самом деле, для башкирской благосферы это не так уж и много. Примерно процентов, наверное, 75 или 80 моих читателей, те, с кем я дружу в Life Journal, в ЖЖ, они не из Башкирии, на самом деле. Слушай, ну а как вот так сложилось? С чего вообще, вот с чего началось? И когда? Ну, не так уж давно моему блогу, наверное, года полтора. Ну вот как за полтора года, вот, порядка 30 тысяч человек в месяц, это не просто люди, которые, ну, когда-то зашли и случайно такие, и ушли. Вот, это же люди, которые возвращаются. Вот. Ну и я понимаю, в любом случае там, ну, постоянный прирост какой-то идет. Я не знаю, на самом деле, причины моего скромного бложика посещения, потому что вот смею надеяться, что он достаточно интересен, но, наверное, это глупо, и поэтому действительно я не знаю. Не, ну, кстати, интересно. Спасибо. А зачем вот, ну, просто вот по чесноку? Ну, каждый блогер, почему блогеры пишут? Вообще Да, ничего. да. Ну, на самом... ты вот... Ну, я думаю, это просто, не знаю, это были тихие, забитые дети, их обижали в школе, наверное. Вот. Их никто не любил, и сейчас они пытаются самовыразиться. Все блогеры такие, на самом деле. Это некий душевный эксгибиционизм. Все. Все это делается ради лайков. Честно. И другой причины я не вижу. Но статистику все-таки ты не особенно ведешь. Ну, не особенно, да. Ну, раз в недельку смотрю, наверное, к примеру. Ну, то есть ты все-таки такой интроверт, для которого вот это вот ЖЖ, ну и вообще там интернет в целом, это такое, ну не знаю, окошко такое, вот куда-то наружу, там вот выйти. Если говорить про там, эксгибиционизм, то... Ну да. Хотя интровертов на самом деле не существует, у меня есть хороший пост на эту тему. Слушай, ну интересно. И по сути не было желания выйти в какой-то топ, там, это Нет. само собой? Нет. Просто это же прям работа. Потому что я посмотрел, у тебя периодичность сумасшедшая. Ты практически каждый день, да. там, с 7 до 8 утра пуляешь, ну, какой-то осознанный пост. Какие планы?
Никаких. Ну, По поводу блога никаких абсолютно. Ну, это рационально или нерационально? Это по сути у тебя свой медиаресурс. Ну да. Ну, на самом деле я не очень много трачу на него времени для написания любого даже большого поста. Ну, у меня там средние посты, наверное, около 3000 знаков, наверное. Ну, где-то так, может, 3-4, 2. Мне хватает утром полчасика. Пишешь по утрам, да, обычно? Ну, по утрам или поздно вечером размещаю утром. А ты не монетизируешь свой блог? Ну, Были какие-то вот платные там нет. газировка, родной Башкортостан? Такого не было? Нет, не было предложений, я даже не знаю, я никогда не думал над этим. Если поступит, может, и соглашусь, все зависит от цены. Не, вот просто интересно, у тебя, я не знаю, если вот аналогии проводить какие-то, у тебя билборд на проспекте Октября, и ты такой, ну, я не думаю о том, чтобы продавать на нем рекламу. Ну, ЖЖ же достаточно закрытое сообщество, и там трудно как-то таргетировать определенную группу людей для продвижения определенной рекламы. Ну, ты можешь какой-то совет дать вот начинающим блогерам, что сидит вот сейчас человек, который минуту назад услышал, да, я вот школьник, который там со своими страхами, со своими чаяниями, там, со своими опасениями вот, относительно там, или применимо к этому миру. Вот, и да, у людей это работает. Вот, с чего начать, что делать? Завести дневник и начать писать все, что угодно. Никаких ограничений нет. Инструмент простой. Ну, когда-то к тебе же начала приходить какая-то там первая сотня людей. Ведь... Я ничего для этого не делал на самом деле, и поэтому я не знаю. Слушай, ну это очень круто. Вот. Меня поддержал Раис в свое время, там еще ребята, и все. Ну, ничего для привлечения людей я не делал. Вот это вот комьюнити, вот это вот, ну, блогерское, оно мне как далекому вот от ведения, ну, дневника, по сути, это вот, что такое блог? Да, вот, дневник, да. Мне иногда вот очень забавно наблюдать, как блогеры друг друга поднимают. Вот, то есть, объясню, что это такое, ну, в моем понимании. Это когда человек пишет какой-то пост, и когда забавно видеть то, что прям как будто обязаловка, или плюсик поставить в комментариях, или ну, что-то там прокомментировать. Причем я понимаю, у топ-блогеров такое ощущение, что обязаловки прям много, я не знаю, там человек там 500 блогов, где нужно что-то отметиться. И там, например, вот у Раисы там Да. или плюсик, вот Да. уже, я не знаю, насколько это осознанно, просто есть какая-то договоренность, или она гласная, или она негласная? Нет, на самом деле. Раис подлец ко мне вообще давно не заходил. Ну, не знаю, месяц, наверное. Да. Вот. Так что я утром просматриваю ленту, или в обед иногда бывает на работе, и просто читаю и комментирую то, что мне интересно. Никакой обязанности нет. То, что неинтересно, я не Ну ты комментирую. плюсики ставишь? Нет, конечно. Ты, ну, понимаешь, о чем я тебя спрашиваю? Да. Про вот эти плюсики. Они Понял. вот с какой целью ставят? Ам, Показать, что, «Да, чувак, я тебе помню, я не забыл, но нет времени осознанное что-то написать. Ну да, наверное. По сути, вот, наверное. Иногда человек просто не читает пост и просто ставит плюсик. Как девочки листают Инстаграм Лайк. и лайкают все подряд, да, в ленте своих подружек, чтобы не было обидно. Ну, понятно. А есть договоренности какие-то, не очень люблю слово троллинг, по сути, ну, я не знаю, троллинг подразумевается какое-то негативное общение, а позитивное оно даже никак не называется, просто это общение. Вот. Там кого-то давить или кого-то поднимать, вот есть вообще вот такое? Ну, я не знаю, как насчет поднимать, но морально мы часто кого-нибудь гасим, конечно. У меня много друзей в ЖЖ, и мы друг друга поддерживаем. Почему? Это нормально, и не только для блогосферы, и для обычной жизни. Ну, просто интересно вот это вот, как раз из реальной жизни перешло в виртуальную. Вот, то Ну есть, да, модель поведения, она одинаковая. Хотя люди в ЖЖ, да, и да, вообще в сети, они очень сильно отличаются от людей. Самих себя же в реальной жизни, на самом деле. Почему-то в виртуальном мире люди гораздо злее, грубее и чувствуют себя гораздо смелее на самом деле. Даже не анонимы. Вот, серьезно, да, это факт. Я вот знаю, ты где-то писал, ты воинствующий атеист. Вот. Это
ну, красивые словосочетания, или ты вот прям по чесноку такой... Бывает же атеист-пофигист, вот там, чё? Мне это не интересно. Вот, а ты прям, чё? Я тебе сейчас расскажу, как есть на самом деле. Вот ты вот такой, да? Ну да, я противник религии. Дедушка Ленин был прав. Религия — это опиум для народа. Просто инструмент для управления. Вот, как говорил Умберто Эко, люди, к сожалению, верят во всякую ерунду. Иначе бы христианская церковь не простояла 2000 лет. Вот. Ну, а я не знаю, тогда все-таки Дарвин? Ну, более похоже на правду. Я не уверен, я не ученый, не специалист, не антрополог, так скажем. Ну, наверное, да. Когда-нибудь мы узнаем до конца. Я верю в то, что наша Вселенная познаваема, скажем так. Может, не мое поколение, даже не поколение моих правнуков. Но когда-нибудь мы все узнаем. Считаю то, что вообще любое действие, то, что происходит, да, даже на чувственном плане, да вообще любой, можно описать математической формулой. Я имею в виду то, что даже такие понятия, как эмоции, там, любовь, это тоже можно будет описать математической формулой. Вот все. Когда-нибудь. Шарли Эбдо, вот, то, что случилось, ну, твоя оценка происходящего. Сам журнал дерьмо. Я пролистал потом несколько номеров, продукт. которые в электронном виде, да. Ну, но за это не убивают, скажем так. Вот. Убивать может только государство после проведения определенных судебных процедур, если они попадают там под свой кодекс законов, да, который им назначит смертную казнь за эти рисунки. Тогда, наверное, это может быть в каком-то определенном государстве. И все. Есть что-то такое, вот, в чем ты можешь сказать, я вот фанатик вот в этом? Наверное, нет. Честно. Я даже в детстве ни в одном кружке не задерживался. А куда ходил? О, я ходил 3 дня на борьбу. Пару дней ходил на трамплин. Недельку в авиамодельный. Недельку что-то паял радиотехническое, что-то такое, да. Ходил месяца 3 на биатлон, пока не начался снег. Я записался в августе, это было клево. Мы просто стреляли в тире, там иногда катались на роллер-лыжах, вот это здорово. Потом начался снег, и надо было бегать, и я бросил все это. Вот. Непоседа, в общем. Я люблю читать. Вот, наверное, Вот, самое главное. фанатик? Ну, да. Запойный? К сожалению, очень мало времени, да, раньше там, ну, 3-4 книги я осиливал в месяц, да. Зрителям интересно твое мнение на ШОС БРИКС. Вот у нас там через 2 недели вот, приедет 7000 китайцев, вот, Здорово. 3 бразильца. Странная пропорция, хотя, если взять население. Ну да, из этих вот, из этой логики вот, выбирали. Вот я себя ловлю все время на мысли, просто я живу примерно в том районе, в котором будут проходить, и меня уже касаются какие-то бытовые неприятности, что-то перекрывают, что-то там делают, чинят. Может стоит уже им там скайпом начать пользоваться? Или как ты думаешь, все-таки вот такие приезды, они нужны? Конечно, нужны. Я вообще считаю, то, что они должны приезжать как можно чаще. Может, со временем, если мы не будем их резать и убивать, все эти беспрецедентные методы охраны снимут, и они будут просто приезжать к нам в гости. Кого резать и убивать? Ну, китайцев и 3 бразильцев. Вы их режете? Нет, ну, охрана же, как сказать, охрана предусмотрена для них от нас, а не нас от них. Хотя, черт его знает, вот. Кстати, Да. кстати. Да, может быть, они достаточно опасны. И вот, если мы покажем себя хорошими, добродушными, гостеприимными хозяевами, такого уже не будет. И эти 3000, а потом их дети, и тех бразильцев, возможно, даже совместные, будут приезжать к нам в гости. Дети Олимпиады, да, такие? Да. Слушай, Вот. интересно. Интересно будет засечь, там, вот, когда там, в марте, через 9 месяцев. Всплеск демографии в этих Да. странах. Хамитов молодец.
такой вопрос из какой-то этой добродушной местечковости хочется в какую-то острополитичность перейти. Ну, просто вот как по ощущениям. На самом деле не с кем его сравнивать, да? Ну, Рахимов. Рахимов. Ты же уфимец? Я уфимец, да. Все перед глазами. У Хамитова есть и положительные стороны, и достаточно много отрицательных. Вот. Мне импонирует то, что он достаточно жестко, да, и очень быстро справился с таким подспудным национализмом башкирским, который был при Рахимове, когда везде и всегда был приоритет к выходцам из деревень, желательно из башкирских, да. То есть сейчас такого нет. Слава богу, все имеют равные права. Вот. Он молодец, то, что устраивает, да, Артуфа, классная вещь, да, вот то, что у нас более-менее симфонические ночи, вот это, ну, очень много чего делается. Вот. Ну, считаю то, что это хорошо, да, выделять там миллионные гранты на все это. Ну, неплохо не забывать и там о новых садиках, допустим, да, о социальном. А в этом среде никаких подвижек не видно, к сожалению. Есть куда расти? Ну, было 2 срока, да, или сколько он уже, и было достаточно времени, чтобы расти, но роста так и не произошло. Рустем Закиевич. Галочку ставьте. А что, мы народ, мы имеем право спросить. Мы же вас выбрали. А, кстати, не мы же выбирали. К сожалению, да. Кстати, вот По-моему, выбирали не мы, нас выбрали. Он нас выбрал, скорее всего. Ну вот, занимайся нами, пожалуйста. Нам нужны садики. Но он, мне знаешь, что нравится? То, что он такой, я лично с ним еще не знаком, такой достаточно открытый дядька. Ну, кажется, по крайней мере, вот там, день 1000 велосипедистов. Молодец. Вот такие вот пунктики, вот, мне кажется, они, не знаю, может кто-то пиаром занимается, но мне почему-то кажется, что вот он просто вот такой позитивный. А может и нет, не знаю. Хорошо, когда руководитель позитивный, Да. но еще лучше, когда руководитель хороший руководитель. Вот. Согласен. Надо совмещать. Друзья, давайте какой-то итого будем подводить. Бывает, знаете, и такое. Вот сейчас бытует мнение, то, что эти блогеры, там, продажные писаки, лишь бы какую-то газировку там за $500 000 продать, прорекламировать. А вот и нет. Бывают такие люди, которые реально в 7 утра просыпаются. В 6:30. В 6:30 просыпаются. Вот, собираются с мыслями, пьют кофе, Чай. чай. Пока ничего не угадываю. Просыпается рано, что-то пьет и что-то интересное пишет. Очень интересно тебя читать. Мне кажется, не должно быть двойных стандартов. Когда сделал что-то плохое, ай-яй-яй. А когда сделал что-то хорошее, тихонько молчи, сиди. Нет, сделал что-то хорошее, надо благодарить. Мне кажется, ты делаешь что-то хорошее. И Спасибо. как-то без какой-то там тени сомнений и так далее. Не то, что там красное словцо, правда, спасибо. Вот, мне кажется, это очень здорово. И сам факт вот этой вот гражданской журналистики, вот, это тоже очень важно. Вот наш ресурс Башкортостан Open, он очень молодой, он открылся 1 июня, и мне очень интересно понять, правда или неправда, когда люди говорят, вот у нас нет свободы слова. Вот я пока с этим ни с чем не столкнулся. Свобода слова на полной мере, хоть чем-нибудь ешь, скажем так. Да-да-да. Действительно, ты можешь говорить все, что угодно, никто же не запрещает. Ну, ведь бытует мнение. Ну, это ерунда, на самом деле. Вот, и мне кажется, это хорошо. Конечно, это хорошо. Согласен. Поэтому, друзья, мы к единому мнению пришли, что нам хорошо от всего того, что происходит, но есть куда расти. Вот. Я в свою камеру рукой помашу, ты в свою. Вот. Пока. Вот. С вами был Артур Дмитриев. Все ссылки на все соцсети, странички, все, кроме домашнего адреса, приведено под нашим видео в описании.
Вот, читайте, подписывайтесь, давайте дружить, давайте ходить друг к другу в гости. Вот, сначала виртуально, а потом кто знает. Все, пока. И, конечно, большое спасибо нашим друзьям, нашим партнерам, нашему двоюродному брату, ресторану «Удовольствий Фарфор». Приходите сюда, здесь вкусно, уютно, кстати, недорого и находится в центре города. Проспект Октября, 128/2. Приходите к нам.